zinu jau, ka šis nav tavs mīļākais ēdiens, bet nu ko lai dara? Svaigas gaļas mums nav jāiztiek ar saknēm. Bet žāvētas gaļas krancīšas es piešāvu. Jā, paldies. Vairāk, jā, bet pieliec krējumu. Jā. Tā, un 2 līdz arī, kur taši iepalikt pirtī vēl? Tūlīt nāks. Zini, es nevaru izturēt to karstumu, ko tas Alberts samet. Maizīt ņem klāt. Gan viņam taču pašam arī tagad vajadzētu uzmanīties. Bet, zini, traks paliek traks, zini. Gāž un gāž to. Juri. Nu? Nekad tā nesaki. Nekad. Mēs ar Albertu tev dodam ceļu naudu un vēlam labas veiksmes mācībās. Nopirkt sev jaunu uzvalku. Izlaidumā iztika veco. Tagad tā vairs nevar. Tu esi students. Pēc tumšu. Rīgā jau droši vien lielāka izvēle nekā te rajona universāla veikalā. Tavam tēvam patīk staigāt tumšos uzvalkos un šlipsēs. Kāds viņš izskatījās, tā kā kundziņš. Nopilds vāka nenoskatīties. Kāpēc tu par mani tā rūpējies? Tu esi Ievas mazdēls. Un es tagad tā kā viņas vietā man viņas dzīvi jādzīvo. Dīvaini, kā tu to vari? Tev to nesaprast. Šai mājā es esmu pavadījusi lielāko daļu savu mūžu. Redzēju, kā uzaug tavs tēvs. Redzēju, kā viņš aizbrauc studēt. Viņš man vienreiz no Rīgas Lūpkrāsu atveda. Ko viņš atveda? Lūpkrāsu? O, Jēzus! Franču.
Да мне-то что? Куда собрался-то? А, это? На кладбище. Не рановато ли? Я хотел там прибрать могилу Никанора Серафимича. Святой человек он был. Он мне верил. Старовер. Может, в их веру перейти, а? Давай. Где ж повесить? Нету. Чего они там душ тянут, я не понимаю. Ты домой? Нет, я... Понятно. Ну ладно, кланяйся. Хорошо. Ну, пойду. Да! Чё? А ты сказал ей? Нет, зачем я буду раньше времени? Да, ты. Ну ладно, Будь здоров. Не пущу. Ты же упадешь. Пусти. Пусти, порвешь, затемнеет. Это одеяло. Слушай, пусти, я сейчас милиционера позову. Надоели мне все эти затемнения. Отдай одеяло. Упадешь. Не упаду. Белка, перестань. Да я повешу. Вот ты не пришел сегодня на набережную, Марс приходил. Знаешь что? А он красивый. Знаешь что? Не ревнуешь? Чего? Не ревнуешь? Некогда. Жаль. Вот подожди, я поступлю в архитектурный институт. Когда таких не принимают, Примут. сомневаюсь. Журавлики, кораблики летят под небесами, и серые, и белые, и с длинными носами. Нравятся стишки, а? Очень содержательный. Белка, прыгали, да шмыгали за толком. Нет. Нет. Что, победил? Победила. Герой. Победила. И все-таки в кино мне нравится больше. Тебя могут взять в армию? Конечно. Экран, свет. Мы можем не смотреть кино. Никуда. Можем смотреть новости там. Отлично, всякие знаете, куда лица. вы вот ухаживаете. Нет, Почему ты будем решил, что мне смотреть. разбрать? Знаю. Тише, Потому всех умных. не мешайте смотреть. А твою мать не дурак. Людям нравится приходить на Они телевизор, больше не желают. почти как в церкви. Ника, я хотел с тобой поговорить. А я не желаю. Я пойду. И вообще не Покурим. желаю мне, пожалуйста, границ. Кто я? Вот кто я? Ну, Белка, Кто-то. послушай. А что ты мне подаришь завтра? Если что-нибудь вкусное, я скоро съем, сразу забуду. Ты мне подаришь что-нибудь такое, чтобы на долгую память. Еще не началось? Началось. А вот говорят, это вредно для здоровья. А все равно как помешанные. На чем? На телевизоре. Дунька, телевидение в Америке уже давно. Но я ни разу не слышал, что кто-то помирал за телевидение. У них даже цветное есть. И живут они припеваючи. Нет, а вот ты мне объясни. Ведь у них капитализм, эксплуатация, расизм. А при этом все есть. Всего много. Дунька, это конкуренция, соревнование, понимаешь? Ну так ведь у нас же тоже социалистическое соревнование. Дунька, это по-другому. Это только на бумаге. А у них там, понимаешь, у них там все. Да я понимаю. Только не задуши. Звезды. Красиво. Ведь такие и там, и здесь. Такие же. В Америке. Донька в Латвии. Тоскуешь. Думаю. О женщине? О сыне, Донька. О сыне. О ком? Когда я там побывал, мы с ним даже неплохо общались.
Он уже теперь вырос, наверное. Студентом стал. Как я. Может быть, кто знает. Ну, ты даешь. Так у тебя сын есть. А почему ж ты ему не напишешь? Я просто не уверен, что он хочет что-то знать обо мне. Только не потеряй. Да, Серафиме тоже, по-моему, это не понравилось бы. Ну, это переписка. Ну ладно, не переживай. Это хорошо, что ты о сыне думаешь. Вот увидишь, все обойдется. Со временем. Atšujies, o te pabeidz un basti. Salāpīties jāskrien! A ko? Godnieks darba laikā nedod, priekšnieks aizliedz. A man ir! Es došu! Ot atnes, tad arī aizbraukšu. Es jūs šortus pazīstu. Atbrauks un tad dabūs. Nevaru, galu dabūšu. Nebūs jau pirmais. Nu, ko tu mokies? Nu, tev tā mugurā. Es biju pie Sarmaliņa, varbūt kā atbrauks un izšūrēs. Nu, nemokies, Albert, nu, nemokies. Nu, vai tad tiešām neatbrauks? Nu, gan jau atbrauks. Gan jau atbrauks. Tās divas govs kūtī tev arī pagrūti, un to vienu vispār vajag likvidēt. Atceries, kā mums agrāk Nārbuļos bija 12 govs. Pie vienas man tāpat jāiet. Kāda tur starpība? Vienu vai divas izraustīt. Bet pienu 2 tik, Albert. Govis. Tā ir mūsu banka. Jā, tā jau ir. Ja jau gribam tos logus pavasarī ielikt, tad naudu vajag, jā. Un Jurītim arī jāsūta. Te nu vai tad tiešām neatbrauks, ko tam žūpam šorīt bija tādas paģirs, ka man bail, ka patiešām vēl galvas neatdod. Nu, nē, gan jau būs labi. Ej, brauc. Brauc. Brauc, tu parādi viņam, kur jāšķūrē, es aiziešu pēc pusstunda. Paga, kopš kuru laika tev mums šnabs mājās kā veikalā? Tagad, Albert, tāda laika. Viss jāmaksā graudā.
Nu, dūls, kas dūls. Kā vēl nenobrauc no ceļa un grāvī, nenosalst. Ko nu tagad darīsim? Jēzus, Marija, nevarēja pagaidīt, kamēr traktoru noliek. Zaraza. Otrā strazdam, bet trešā palēkajam zvirbulim par bērzu audzīt siedēstīšanu karā nopostīto māju drupās. Lūk, kāpēc tu, draudziņ, nereti vari ieraudzīt kokus un krūmus, augam tik neparastās vietās. Bet nu gan mums laiks pie miera. Ar labu nakti. Nu gan būs augstums. Termometrs jau nokritis uz 30. Bet es riktīgi sakurināju. Jā, es tev jūtu. Sāp? Pasmēri. Nē. Tāda izstāda pēc serpentīna. Nu, tas jau nu gan nekas. Nē. Pēc serpentīna ož tie veciem cilvēkiem, bet mēs tak vēl neesam veci, vai ne, Albert? Tu jau man vienmēr būs jaunieviņa. Tikai pasaudzē sevi. Varbūt, ka mēs varētu atkal palīgā pasaukt Jadvigu. Ko tu? Es tāpat vēl varu. Mēs jau abi varam, bet tomēr labāk, ka kāds... Tu šīberi. Aiz šāvi. Aiz šāvi. Zāles iedzēri. Nu, jā. Durvis aizslēdzi. Jā. Nu, re. Tad jau labi. Tad ejam gulēt, ja? Jā? Vai pagaidi. Es taču zeķītes aizmirs. Kāja. Kas krodardienās silmečos? Albert, tu murgo? Tā es pie pilprāta un saprašanas. Jā? Ieva, kas sāp taču? Nekas. Jā, neko nevar līdzēt. Jāiet pēc slotas, pēc spaiņa. Jāmēģina sakopt. Jēzu, Marija. Kāda? Labdien! Man īsa runāšana! Krāsni vajag! Nē, krāt nevajag. Es, kad mainīju naudu, noglabāju un tā ir neatcerējos, kur. Atradu, kad mainīšana beidzās. Nav vērts krāt, mīļā, nav vērts. Es saku, vajag uzmūrēt krāsni! Ko? Krāsni? Nē. Man teica, ka vecais ķelps labi pieprotot. Cik prasīsi, tik es arī samaksāšu. Ko? Es eju meklēt citu meistaru. Tagad kur tu skriesi? Vai tā parunāties nevar? Kur viņš tagad palika? Starī hrič. Ak, krāsni tu saki. Ziemā ne.
Ziemā neviens prātīgs cilvēks nebūrē. Vasarā, ja norunāsim uz vasaru. Nevar gaidīt. Uzsprāga. Paklau, no kādām mājām esi? No ārbuļiem. Būtu uzreiz teikusi. Vecais Jēkabs bija mans krusttēvs. Mans tēvs jau arī nebija no nabagiem. Vecākais brālis dabūja māju, es izmācījos amatu. Bet norunājam uz vasaru. Nē, līdz vasarai nosalsim. Labi. Es kaut kā sačubināšu, bet vasarā pārmūrējam pēc visiem likumiem. Man ir vēl vecie labie Ulmaņa laika podiņi, no nojauktām krāsnīm. Un ja vajag, tad var palikt nārbuļos, kamēr strādā. Vai nevaru, mīļā, paldies. Minnas dēļ, kaķenīte man. Labi. Tad vīrs rīt atbrauks un aizvedīs. Ja? Tad ar Dievu. Ar Dievu. Ar Dievu. Tad to dieniņu. Спасибо. Par pliku paldies, kaķis sprākst. Чего? Кошки за голое спасибо умирают. Не поняла. Туда тебе. Понятно. Ага. Ja. Sīmanīt, neskrien, Sveiki! Здравствуйте. Здравствуйте. Sveiki, это и означает здравствуйте. Да. Симонит, нескрен nekur tālu. А ты новая доярка, да? Это хорошо. Доярки нам нужны. Да, старые как-то держатся, а молодые не хотят. Работа трудная, знаешь ли. Да. И на танцы не могут пойти. Да. На танцы не... Потому что, знаешь, все пахнет навозом. Да. Да, так они говорят. Да. Я Дуня. Дуня. Да. Я из Сибири приехала. Работать я не боюсь. Если что, я могу на тракторе. А, на тракторе это хорошо, это пригодится. У нас мужиков мало трактористов. Нет. Так, А я Тамара. Да. Сама приезжая, с севера. Да. Симонит uzmanīgi. А мой муж не русский, не латыш, а тунгус. Тунгус, да. Так оно. Что же, пойдем, Квартиру твою покажу. Пойдем. Вот сюда. Симонīt, neskrien nekur tālu prom, māsiņa paliek. Смотри у меня. Ой, пойдем. Все, давай. Заходи. Вот, смотри, вот тут. О, как? Понятно. Вот так. Вот. А это тут останется? Конечно. Она, так сказать, переходящая. Да, вместе с этими табуретками. Купишь новый шкаф, все купишь. У доярок тут зарплата хорошая. У доярок и у комбайнеров тоже, да. У других не такие хорошие зарплаты. Вот у нас с Тунгусов сейчас на очереди такие, 2 таких кресел для отдыха таких, да. И еще я хочу этот столик. Треугольный, маленький, для журналов. Такие она высмотрела в женском журнале.
Хочет вернуться к своим корням, хочет жить полтышкой. Еще полтышек толком читать не научился, уже заказывает. Ну. Ой, пожалуйста. Так много котлет. Олень? Да. Да. Про журналов еще. Ну как, все тут выписывают такой журнальчик. Ну, падаю Латвия Севета. Ну что, я хуже, что ли? Я тоже. Я только читаю с конца. Ну там, понимаешь, там юмор всякий, еще там рецепты. Давай. Наш кружок расширяется, да? Да. Ну, привет. Как звать-то? Дуня. А я Хермин. Сядь. Меньшина. Дуня. А такой имени в нашем календаре нету. Когда мы твои именины будем праздновать? Каждую неделю празднуем. Да, если именинников не хватает. Ай, тогда прихватываем рождение теленка или коровьи именины. А ты не думай, вот на работу мы как штыки. Ну, ой, хватит, да? Да. Ну, Дуня, пусть ты тут прижилась. Вот Тамаре и Тунгусу я то же самое желала. Видишь, как хорошо живут. Ну, будь здорова. Ну, может, останусь, может, не останусь. Не знаю. Да почему? Не, ну останусь, наверное, скорее всего. Потому что я одна. Муж у меня помер. Здоровый, крепкий мужик был. В деревне Тихим океаном прозвали, потому что матрос. Но пил. Вот, я думаю, выпил он океан водки и помер. А сынишка, как бы это сказать... Ну, вот он, понимаете, вроде понимает, только вот не говорит. Вот такое вот горе. А почему с собой не взяла, а? Да куда же я его сюда возьму с собой? Я вообще не знаю, как он дальше жить-то будет. Сейчас у матери остался. Ну ничего, подрастет, отойдет. А слушай, у нас школа дебилов есть? Он не дебил. Ой, ну извини, пожалуйста. Ну, а что поделаешь? Ну вот народ спивается. Ну вот детишки страдают, правильно говорю? А что мы видим? Это радость, какая у нас здесь есть. Одна корова и хвост, то и видим. Это все. Знаешь, а когда вот выпьешь понемножку, и работать можно, и жить можно. Ну, давай, Дуня. Ну, девочки. Ну, хорошо. Вы сейчас вдвоем. Я на автобус побежала. Куда? Мне на центр нужно. Ну, до завтра. Счастливо. Тамара, а где у вас тут столовый, магазин или что-то? А, магазин? Ну, там, в центре. Если что надо, ну, можно за технику спросить, привезет. Хорошо. Или соседям тоже, ну, они у нас такие, как бы, ну... Какие, ну, как бедные? сказать? Да нет, не бедные. Ну, был богатый хутор когда-то, да. Такое большое хозяйство было. А сейчас уже, ну, вообще-то это дом моего отца. Да? Мне бы там бы жить. Но не хотят, не признают, ну, не знаю. Из настоящей семьи, ну, мы последние остались. Остальные или померли, или не знаю где. Вот так. Понятно. Было там такое дело. Один брат другого кокнул. Да что ты? И как же это произошло? Да не знаю, ну, из-за женщин. Из-за женщин, как бы, ну, очень неясное дело, смутно там все неясно. А где теперь этот, который... А, Эдгарс, ты думаешь, да? Ну, где? Пропал. Не знаю где. Страна же большая, вот ищи ветра в поле, а? Это хорошо, что большая. Да? Угу. Ну что вылупился-то, бабу не видел? А ты откуда такая? К молодым девочкам будешь подкатывать, а не ко мне. Тебе что надо-то, а? Горшочки надо отвезти. Сколько же у тебя детей, чтобы горшочки на прицепе возить? Нет, ну не я. Это не я, ну... Ну ладно, пора уже. Что в молодости упустишь, что в старости не наверстаешь. А. Не, ну мы печку строим. Да знаю я, Тамара распорядилась. Ну что, полезай давай. Куда поедем-то? Давай мне
Я сяду за рулем. Давай. Лучше не надо будет рассказывать, дорогу показывать. Да сейчас, еще что. Мне мало радости по каналам валяться. Посмотри, что у меня. О. Права тракториста. Это мы в школе. Такие, вот такой предмет был. Да? Обязательно надо было вот таких. Всем. Девочкам тоже. Да? Они там вообще умирали. А в конце вот готовые аплиecība тебе и права тракториста. Или не то, ни другое. Вот так. Ну ладно. Давай, показывай. Чему научился? Пил? Молоком пахнет, как от младенца. Это потому, что я не курю. Да? А я воняю, как Беломор-канал. А ты молодец, хорошо ездишь. Послушай, я тут хотела спросить тебя, а когда твой брат из Риги приедет? У меня нету брата. Ну, значит, Тамара ошиблась. Странно, а выдает себя за вашу родственницу? Мне все равно. Ну, есть у нас альбом. Там фотокарточки там были когда-то. 3 сыновья. Один пропал в Америке, другой в Советском Союзе, третий возвратился после Первой мировой. Вот как в сказке. 3 сыновья. Два умные, а третий дурак. Только я не знаю, который из них дурак. А ты думай, Федя, думай. Эйдис. Меня зовут Эйдис. Ну, в общем-то, я Эдгар, да? Да. Как брат моего отца. Но я не хочу. Ну, просто Эйдис. И все. Договорились? Все? Поняла. Kur tas kāpot? Es jau vāru. Es īsti nesaprotu. Kā podziņa neatlec, kamēr to drātu savelc? Vecais ķelts ir cumtsmeistars. Šodien jau vairs tādu nav. Manas krāsnes turas 30 gadu. Nu, iepriekšējā bija vecāka, laikam, tāpēc sasprāga kā praps. Krampis, jā. Krampim jābūt iekšā. Es jau gadus 10 tikai sūdzos par muguras sāpēm, bet visu mūžu esmu nolocījies. Jā, es teikšu tev tā, bez zelta rokām un mīkstas muguras nav kārtīgam mūrniekam. Un bez galvas, saprotams. Es jau par tām drātēm skaties. Tev tik gludi cits pie cita tie podiņi stājas. Redzi, jāliek mazas šuvis, lai podiņa nestaigātu. Un smukāk arī. Dod man ar podiņiem mūrēt. Es tik ilgi skatos, gribas pamēģināt. No labi, paprovē ar. No drošāk, drošāk.
Paklau, vai tu dienā vismaz vienu rindu iemūrē? Es gribu zināt, ka tā krāsnes beidzot būs gatava. Vēl knapi pusē, bet vasarā arī jau pusē. Nu, drusku šiverīgāk vajag, lai mēs līdz salam tiekam pie siltuma. Paklau, vai tu govis laukt māki? Starī duriņ, ko tu te iedomājies? Es visu mūžu esmu slaukus. Nu, redz, es taču neju uz kūti tev pamācīt, kā slaukt. Bet tu gribi man regulēt, kā man krāsni mūrē. Es taču tev nemācu, bet es nevaru ciest, ka pusi dienas pļāpā. Albertu, tu pieturi. Tev krāsni stāv uz vietas, bet mums visi darbi kavējas. Paklau, tas ir pa daudz. Es varu aiziet, ja es kādam traucēju dzīvot. Man splunač man. Cits pabeigs. Vienā nedēļā pabeigs. Paklau, ja aiziešu, tu nožēlosi. I prātā nenāk. Ej tu ratā. Pats ir ratā, starī krič. Launas atstājas galda, aizries nafig. Es jau pastumšu tuvāk, ņem Albertu. Rekā, es jau tev sataisīju čūstīšu. Esmu tur apsēdies, jā. Vajadzēja uzcelt, un tad ko? Pasēd. Kā nav. Liekas, ka esmu laimīgs. Kā toreiz tālajās pļavās, atceries? Vēži un divas. Sapulī. Atceries? Kur tev tik augstu roka? Tev taču nekad nav bijuši augstu roka. Gadi, Albert. Gadi mums visus pārvērš. Negribas jau tev teikt, bet naktīs reizēm. Paga. Kas murgi, vai? Nē, vajag izstāstīt, tad nevajag. Nē, neviegā pamostoties. Reizēm man liekas, ka tu jau esi nomirusi. Un tad man tevi jāatdzīvina un jāsasilda. Un tad es sāku ar tevi grābstīties un skatos, vai tu vēl esi dzīva, silta. Neatstāj gan mani, ja viņi neatstāj. Tur neatstāšu, nebaidies. Nekad neatstāšu. Nu tad uz upīti? Jā. Mamu. Tev nešķiet, ka Albertu vajadzētu aizsūtīt uz kādu sanatoriju? Aizsūtīt. Tad cilvēki var aizsūtīt tā kā tādu vēstuli. Tu zini, Albertu, ļauj labāk, lai viņš domā, ka viss ir kā agrāk. Es autobusu pieturā satiku tos skolas biedrus, to Imantu un otrs, kuram mamma pastā strādā. Hansis. Nu jā, viņi taisās braukt uz Rīgu, izlūkos, kur augstskolā stāties nākamgad. Ko tu esi izdomājis? Mamma, es domāju, ka jūs nepavilksiet, ja es arī klātienē. Redz, ka Jūris jau studē tā, ka mājās nebrauc. Vai tu viņu gaidi? Gan jau atbrauks. Es studēšu neklātienē. Agronomos, tāpat kā tēvs. Un ko tu pats gribi? Nē, man patiešām interesē. Ne tik daudz graudkopību, bet dārzi. Iedomājies izveidot jaunas šķirnes. Piemēram, kāpēc nevarētu būt tādi arbūzi, kas aug arī pie mums? Ar kukurūzu mēģināja nesanākt.
Nu, bet tāpēc, ka tā ir dienvidu šķirne, dabu vajag pārveidot. Piemēram, iedomājies, mūsu dārzā augtu nevis upenis, ne, labi, lai aug upenis, ja tev vajag, bet vīnogas, tādi ķekari, tumši, lieli, skaisti ķekari. Un to būtu paveicis tavs dēls, Ēdis. Tu man esi liels, bet sapņo kā bērns. Kāpēc ne? Mičūrins varēja. Es arī to paveikšu. Es to gribu, un es to izdarīšu. Tad tik prom uz lauksaimniecības akadēmiju. Nu, redzēs, cik viņš būs tālu ticis. Ko tad tas nozīmē? Kas? Kas? Jo! Haidī! Četri vēji iet pa lauku, četri vēji manī mīt. Vēslota mūžas laukā, nevarējus saslaucīt. Četri vēji iet pa lauku, četri vēji manī mīt. Vēslota mūžas laukā, nevarējus saslaucīt. Vēslota mūžas laukā,
Sākais ēdiens, bet nu ko lai dara? Svaigas gaļas mums nav jāiztiek ar saknēm. Bet žāvētas gaļas skrancīšas es piešāvu. Jā, paldies. Gribu vairāk, jā, bet pieliec krējumu. Tā, un 2 līdz arī, kur tas iepalikt pirtī vēl? Ne, tūlīt nāks. Zini, es nevaru izturēt to karstumu, ko tas Alberts samet. Maizīt ņem klāt. Gan viņam taču pašam ar tagad vajadzētu uzmanīties. Bet, zini, traks paliek traks, zini, gāž un gāž to. Juri. Nu? Nekad tā nesaki. Nekad. Mēs ar Albertu tev dodam ceļu naudu un vēlam labas veiksmes mācībās. Nopirkt sev jaunu uzvalku. Izlaidumā iztika veco. Tagad tā vairs nevar. Tu esi students. Pēc tumšu. Rīgā jau droši vien lielāka izvēle nekā te rajona universāla veikalā. Tavam tēvam patīk staigāt tumšos uzvalkos un šlipsēs. Kāds viņš izskatījās, tā kā kundziņš, nopūts vākneņos skatīties. Kāpēc tu par mani tā rūpējies? Tu esi Ievas mazdēls. Un es tagad tā kā viņas vietā man viņas dzīvi jādzīvo. Dīvaini, kā tu to vari? Tev to nesaprast. Šai mājā es esmu pavadījusi lielāko daļu savu mūžu. Redzēju, kā uzaug tavs tēvs. Redzēju, kā viņš aizbrauc studēt. Viņš man vienreiz no Rīgas Lūpkrāsu atveda. Ko viņš atveda? Lūpkrāsu? O, Jēzus! Franču. Sarkan tā kā asins. Domājies, man kalponē, Juri, iedomājies, metos ap kaklu, sabučoju. Ko tālāk? Nebija jau kur grūst. Nezināju, kur lai liek. Šeit laukos jau godīgi mēt lūpas krāsot nevar. No Rīgā citādāk, bet šeit laukos puiši, nē. Jadviga? Bet mamma, tēti mīlēja? Nu jā, nu kā tu bez mīlestības? Zini, kā par otru cilvēku jau tā. Nu tā daudz neko nevar pateikt. Tu paprasi viņai pašai. Nu redz, reizēm ir tā, ka cilvēks jau pats nezina. Nu, viņš pats par sevi lāgi neko nezina. Viņš runā, viņš domā vienu, bet patiesība reizēm ir pavisam cita. Naudu, kabatā. Vēlāk aizsūtīšu vēl. Bet pagaidām, man taču būs stipendija, No tās tu nepēdīsi. Ēdī, nāc, tūlīt uzlikšu tev vakariņas. Kur Alberts? Kur Alberts? Gaidi, ka tu nāksi. Nu... Jadviga, atnes man lūdzu kreklu. Labi, tūlīt. Tā, ņem maizi, ņem dilītes, ņem krējumiņu. Juri! Ko es viņam ieliku krējumu? Viņš pats nevar ielikt. Mamu, šie beiguši pērties, jūs ar Jadvigu varat iet? Beidzot. Vai neesi izlasījusi visus vecās mammas romānus? Sen jau. Tu vēl nebija piedzimis, kad Jānis man nesi grāmatas sievai nezinot. Bet tagad, kopš es esmu katru dienu centrā, es ņemu no bibliotēkas. Jānis nesa? Viņš arī bija tevi iemīlējies? Moins. Dēls, tas labi, ka tevi uzņēma augstskolā. Redzi, tālumā no mājām tu būsi laimīgs. Tev nevajag šurp atgriezties. Kā? Nekad? Tā būs labāk. Bet kur tu vasarās liksies? Mam, kas tev
kas tev vēl ir rādījies par mani? Ko? Viss tavās rokās. Ieva! 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 Nāku! Nāku! Nu, kas ir? Nu, ko tā? Pakurlēs vai? Es taču nevaru visu dienu stāvēt tev klāt, man mājas saimniecība, zin kā. Nu, arī, kur nāc man tālāk. Durvis jāsēļo, lai nečīkst kā pērnā nāve. Nē. Te, šite. Te. Varēsi? Nu, jā. Nu, turi. Tūlīt. Tev jau Alberts zelta rokas, kur tu roku pieliec, tu tūlīt viss kārtībā. Jābūt māja. Ir sēmnieks pogulis. Es taču tur, nu. Tur. Cik varu tik tur? Šķonim jauns jumts jāuzliek. Ko tad likšu? Skaidrs vairs neplēš. Paprasīju kolhozā šīferi. Šie viensēt laiks esot pagājis, jo ātrāk sabrukšot, jo labāk. Nu, jā, nu tad viņiem taču zin kā, grib, lai pārceļās uz ciematu. Albert, es vairs te... Nē, mūs tur neviens negaisa. Nu. Tā būtu vēl jaunāk, tad jau nu gan, bet es par spīti sakopsim nārbuļus tā, ka mums prieks skatīties, vai ne? Dievriņ. Atceries, kādi tie bija, kad es te ienācu par kalpu. Vēlāk mēs apprecējāmies. Atceries, ka vecajai saimniecei tas nepatika. Citādi jau viņa bija laba. Tikai to, ka viņa no tevis izspied to solījumu, nevar piedot. Kādu solījumu? Viņa daudz prasīja. Jā, tas bija par traku, stipri par daudz. Lai mums nebūtu bērnu. Tā nevar piedot. Nu, ko tad? Nesalocī roku? Ai. Nu, tā jau labāk. Čakla, darbīga, rosīga, tikai pažāro sevi pasaudzē. Nē, es jau tik stipri, jā? Būs labi. Tu tikai pieskati mani. Pieskatīšu. Пьешь у магазина. И из горлышка. Даже не верится. Такой же алкаш, как и все остальные. Ладно, Дунька. Хлебни, не спрашивай. Я думал, ты не похож на других мужиков. А ты, оказывается, такой же бродяга. Все, началось, да? Негодяй, поддонок, пьяница, так? Могла и раньше мне это сказать. Я уже давно как вернулся, да? Смотри, чтобы тебя еще каким-нибудь ветром не сдуло.
Только на сей раз навсегда. Дунька, не говори так, ладно? По крайней мере, сегодня нет. А что у нас такого сегодня? Праздник какой-нибудь? Дунька, по радио пели на латышском языке, понимаешь? Больше не дам. Если решишь еще куда-нибудь пропасть, Серафиму возьми с собой, а то она тут зачахнет без тебя. Никуда я не поеду. Нельзя. Раньше, значит, можно было, а теперь нельзя. Нет, нельзя. Ты там что-то заварил. Да, Дунька, это так. Ну, не спрашивай, ладно? Да мне-то что? Куда собрался-то? А, это? На кладбище. Не рановато ли? Я хотел там прибрать могилу Никанора Серафимича. Святой человек он был. Он мне верил. Старовер. Может, в их веру перейти, а? Давай. Где ж повестник? Нету. Чего они там душат, я не понимаю. Ты домой? Нет, я... Понятно. Ну ладно, кланяйся. Хорошо. Ну, пойду. Да! Че? А ты сказал ей? Нет, зачем же я буду раньше времени? Да, ты. Ну ладно, будь здоров. Не пущу. Ты же упадешь. Пусти, порвешь затемнение. Это одеяло. Слушай, пусти, я сейчас милиционера позову. Надоели мне все эти затемнения. Отдай одеяло. Упадешь. Не упаду. Белка, перестань. Да я повешу. Может, ты не пришел сегодня на набережную, Марк приходил. Знаешь что? А он красивый. Знаешь что? Не ревнуешь? Чего? Не ревнуешь? Некогда. Жаль. Вот подожди, я поступлю в архитектурный институт. Когда таких не принимают, Примут. сомневаюсь. Журавлики, кораблики летят под небесами, и серые, и белые, и с длинными носами. Нравятся стишки, а? Очень содержательный. Прыгали, дошмыгали, зато и спели. Нет. Что, победил? Победила. Герой. Победила. И все-таки в кино мне нравится больше. Тебя могут взять в армию? Конечно. Экран, свет. Мы можем не смотреть кино. Никуда. Можем смотреть новости там. Отлично, всякие знаешь, лица. вот и хорошо. Нет, Почему ты будем решила, что мне смотреть. разбрать? Знаю. Потому что всех умных. Не мешайте смотреть. А твою мать не дурак, не Людям нравится приходить на телевизор. Почти как в церковь. Ника, я хотел с тобой поговорить. А я не желаю. Я пойду. И вообще не желаю мне, пожалуйста, границ. Кто я? Вот кто я? Ну, Белка, Кто-то. послушай. А что ты мне подаришь завтра? Если что-нибудь вкусное, я скоро съем, сразу забуду. Ты мне подаришь что-нибудь такое, что